проводим занятия на тему «Ошибки начинающего виноградаря. Готовим удобрения своими руками». Но сначала я хочу сделать важное сообщение. У нас сегодня завершающее занятие клуба «Родная земля» в режиме онлайн. Следующее занятие состоится через 2 недели, 7 апреля в 14:00 в Национальной библиотеке Чувашской Республики в актовом зале, кабинет 409. А сейчас мы начинаем наше занятие. Владимир Алексеевич Богатов и Лариса Григорьевна Кулиш, как всегда, подробно раскроют тему нашего сегодняшнего последнего занятия онлайн. Владимир Алексеевич, пожалуйста. Здравствуйте. Сегодня меня попросили про виноград это рассказывать, да? Но я сначала расскажу все-таки о срочных делах, которые нужно проделать на своих участках. Все-таки зима настала сегодня, ни одного облачка нет, снега очень много, и вот нужно идти на дачу, и у кого есть особенно хвойные, сейчас происходит так называемый снеголом. Ночью снег подмерзает, ветки вмерзают в снег, днем опускаются вниз, и ветки ломаются. Особенно этому подвержены хвойные, но не только хвойные, но и другие кустарники тоже могут поломать свои листья. Снег ломает листья, когда тает. Это побеги, веточки ломают. Так, это первое, что нужно на даче обратить внимание. В общем, нужно подойти к лопате, с лопатой немножко освободить, черенком лопаты потихонечку освобождать, поднимать веточки или рукой. И тогда снеголому не будет. Но, конечно, чтобы этого не было, надо было осенью все обмотать хорошо фашиной, веревкой вот так вот наверх, тогда снеголому не будет. Но некоторые все-таки кустарники остаются, наверное, у многих необвязанными. Вторая такая проблема вот сейчас назревает. Как наши хвойники появятся на 20 сантиметров из-под снега, начнется, в общем, они будут обгорать. Такой рыжий коричневый цвет приобретает хвоя. Это так называемая диссекация, иссушение. Связано это с тем, что солнце нагревает, и от снега тоже идет отражение на эти кончики хвойных. Это получается двойная инсоляция, и хвойные обгорают. А корни находятся в ледяной земле, влага не поступает наверх. Вот это тоже нужно обратить внимание, как только если вы не укрыли осенью, то сейчас весной можно укрыть, как они появятся, или нетканным материалом, или мешковиной. Мешковины даже еще лучше, потому что под нетканным материалом может быть нагревание, и там нет ветерка, воздух не ходит. Далее нужно сейчас срочно оттаптывать это саженцы, допустим, яблони, груши от мышей. Вокруг приствольный круг оттаптывается, и все мышиные норы, они все это уплотняются, их не будет. А сейчас к весне они более голодные мыши становятся, поэтому нужно эти ходы все оттоптать. Далее нужно оттоптать вокруг косточковых культур. Это, допустим, вишни войлочные, абрикосы, алыча. Бывает так, что там образуются луночки с водой около ствола, и происходит выпривание коры, а потом они погибают. А когда вы будете так сильно оттаптывать, там этих луночек с водой у косточковых культур уже не будет. Еще сейчас можно заготавливать черенки для прививок. И потом там же на участке закопать в снег где-нибудь. Каждый знает у себя на участке место, где снег более всего держится, нарезать черенки и туда в снег глубоко положить, и сверху насыпать опилками. Тогда там долго таять не будет. И почки у вас до прививок не расстроятся. Эти срочные дела, которые сейчас надо на участке проводить. Сейчас продолжим, тему про виноград. В нашем клубе садоводов-огородников мы ведем школу начинающего виноградаря. Но сначала я расскажу о некоторых
ложных таких убеждениях по незнанию. Некоторые вот говорят, что виноград у нас не вызревает, виноград у нас в Чувашии кислый. Другие говорят, что виноград – это очень трудоемкая культура, очень тяжело это выращивать, сил не хватит. Ну, в общем, по ходу моего рассказа я коснусь и объясню, что это все не так. Ну, в общем, ошибки начинаются уже с приобретения посадочного материала. Покупают в крупных этих торговых центрах, в таких красочных картонных упаковках с такими огромными гроздями, огромными ягодами. Покупают такие сорта, как оригинал, там, это Молдова, допустим, Монарх, и высаживают у себя на участке. На самом деле это столовые и не ранние, не суперранние и не ранние сорта. Они вызревают только редко, вот, допустим, когда вот 2010 год, вот они вызрели, и все. Продавцы ничего не объясняют, вам ничего не будут объяснять. Одни умышленно, другие просто сами действительно и не знают ничего, что продают. И вот потом у вас получится, вы высадите вот эти вот винограды, и осенью получите кислые ягоды. А потом говорят, что у нас виноград не вызревает. Надо покупать сорта, которые уже испытаны виноградарями, опытниками, сортоиспытателями, которые уже взяли на себя эту нагрузку. И по работе, и денежную, и всю нагрузку, и отобрали те сорта, которые у нас в Чувашии идут. Виноградари у нас опытные в Чувашии есть. Надо обращаться к ним по приобретению саженцев. Дальше. Вот покупают выращенные, или там в торговых центрах покупают, выращенные в теплицах. Вот про следующую ошибку я расскажу. Или же многие выращивают дома, у себя проращивают весной черенки, а потом саженцы продают. Сажают рано, некоторые садоводы, в начале мая высаживают на участок. И что получается? Если виноград ночью не замерзнет, то днем он сгорит. Почему? Потому что он очень нежный, он не закаленный виноград. Прежде чем, если вы приобрели такой виноград, который уже с листьями, с длинными побегами, вы сначала на балкон его выставляете, днем там на час на солнце, потом там, или на 2 часа, он так постепенно увеличивая. И надо закалять не только на солнце, но и на холод, допустим, там на полночи, вот так вот. А потом, прежде чем посадить на участке, надо саженец этот в емкости поставить в тень, допустим, или в полутень. И вот так только после того, как вы закалите этот приобретенный саженец винограда, только потом можно уже на постоянное место высаживать. Дальше, что бывает с такими саженцами? Мы приходим, листья завяли, все, он обмерз, обгорел, и начинают выкапывать и выбрасывать, раз он пропал. Да? Но часто бывает так, что с нижнего глазка идет белый такой побег наверх. Я сам за своей жизни один раз лопатой повредил, думал, что он погиб. И поэтому, если вы думаете, что он погиб, все равно сразу не выкапывайте, не выбрасывайте. От нижней почки побег может пойти. Дальше. Я сейчас вам рассказал о том, что некоторые считают, что виноград у нас кислый. Но кроме опасности приобретения таких саженцев, южных сортов, есть еще большая опасность. Ладно, она погибла, допустим, этот саженец винограда погиб. Вы еще можете занести болезнь, новую болезнь можете занести. Сейчас идет виноградный бум. Южане очень интенсивно торгуют своими виноградами, как раз многие из которых у нас не вызреют, поздние сорта. Если сейчас у нас есть заболевание мильдью, потом кое-где появился аидиум, но всего лишь 2 заболевания, то вполне можно занести еще другие заболевания, которых на юге очень много, и заболеваний, и вредителей, но особенно в данном случае заболеваний. Можете весь свой виноград,
уничтожить, и еще на соседские пойдет заболевание. Так, ну вот еще какие ошибки бывают у начинающих виноградарей. Ну, при посадке некоторые сажают в такую глинистую, плотную землю. Вот этого не надо делать. Виноград, он любит все-таки землю такую плодородную, пышную, ну, рыхлую такую. И специально добавляется для того, чтобы почва была не плотной, не глинистой, туда компост, естественно, положить, перегной положить, золу положить, там литровую банку золы, допустим. Потом можно щебеночку добавить туда. И тогда у вас там земля будет рыхлая. Ведь виноград, это как бы горное растение. Вот мне приходилось собирать ягоды дикого винограда амурского в горах, он растет в горах. Ну и и на юге тоже ведь это самое, в горной местности виноград выращивают. А там земля не такая уж, такая переуплотненная. Там и камешки содержатся. Тут еще вот, значит, один момент. Избыточное переувлажнение весной тоже нежелательно для винограда. В общем, нужно сажать туда, где весной вода не скапливается. А такое бывает. Я с этим сталкивался, что весной снег растаял, а вода стоит, и виноград стоит в воде. В общем, это тоже он это самое не любит. Хотя, если, допустим, у вас есть такой момент, что близко грунтовые воды, высоко, он еще может перенести. У виноградаря Сидорова, он часто публикуется, у него это в низовьях Волги, от нас пониже гораздо, у него вообще виноградник на острове. Там коллективный сад, но он на своем участке разбил виноградник и выдерживает, в общем, влагу, грунтовую, нижнюю влагу выдерживает. А снаружи, чтобы в воде плавал виноград, не надо допускать. Так, и вот еще следующее, вот я про воду сейчас говорю, есть еще некоторые ошибки начинающих виноградарей, садоводов. Виноград поливают сверху. Этого не надо делать. Почему? В общем, после полива земля охлаждается. Вода испаряется, земля охлаждается. Но это все знают. Во время испарения это происходит охлаждение. И вот, как нужно поливать виноград? Во-первых, при посадке сразу устанавливают поливочную такую трубочку и поливают в эту трубочку. Если кто этого не сделал, поливочную трубу сразу не установил, то тоже можно легко этот вопрос решить. Допустим, взять 4 пластиковые бутылки, срезать дно и с 4 сторон вкопать в землю, допустим, сантиметров на 20. И вот в эти вот это самое потихонечку и полить виноград, и тогда у вас земля останется сухой, и не будет земля охлаждаться. Ну вот еще момент про землю, это под виноградом. Под виноградом желательно, чтобы не было травы, чтобы он не зарастал. Желательно, чтобы был черный пар. Черный пар, он, во-первых, нагревается на солнце, то, что хорошо винограду, быстрее будет созревать, быстрее будет набирать сахар, и побеги будет, и все будет быстрее происходить. Ну, в общем, чтобы этого не было, вот поэтому рекомендуется поливать в трубочке. Да, я сейчас сказал про это самое, про почву. Должна быть черная земля. Если зарастет травой, во-первых, она не будет нагреваться, это земля. Во-вторых, молодой виноград, вот эта трава его побьет. Ну, в смысле, не побьет, как сказать, другое слово здесь. Ну вот, в общем, всю влагу, все питание, вот эти сорняки будут забирать на себя. Потому что корневая система у них
момент посадки молодого винограда, а будет почти одинаково, что у травы, что у винограда. Если виноград зарос травой, все, это значит, он у вас не будет быстро, в общем, расти и будет очень-очень медленно это развиваться. Это вполне нетрудно разрыхлить один раз, сначала траву перекопать, а потом только поддерживать, мотыгой немножко так пройтись, ничего сложного в этом нет. Далее, вот я сказал насчет полива, как надо поливать. Еще есть такие убеждения у некоторых виноградарей, даже опытный садовод мне однажды так сказал про виноград, что виноград никогда не надо поливать. Это тоже неправильно, абсолютно неправильно. Вы посмотрите на виноград, вот какие у него листья. Это вот что виноград, что у винограда, что у огурца. Листья очень большие по площади, они много испаряют влаги. И полив нужен обязательно хотя бы для молодых саженцев. Вот в первый год раз в неделю, раз в 2 недели, ну хотя бы раз в 2 недели виноград надо поливать. Но, конечно, это все зависит от погоды. Если идут дожди, конечно, поливать не надо. А если жаркая погода, то нужно полить. Далее, место для посадки. Тоже здесь вот допускаются некоторые ошибки. Некоторые виноградари, значит, садоводы, начинающие виноградари, высаживают виноград рядом с картошкой на 7 ветрах. Это самое, таких вот ветер гуляет там, и картошка рядом, что нежелательно, грибковые заболевания могут быть. Если вы, допустим, многие садоводы, я сейчас рассказываю не для опытных виноградарей, они уже сами все знают, у них виноградники по 20-30 сортов, у меня, допустим, 3 виноградника, всего 50 сортов винограда. Это я говорю не для этих опытных виноградарей, а для начинающих. Начинающие не будут сразу 30 сажать сортов, все-таки в своем подавляющем большинстве сажают 2-3 корня винограда. И вот надо найти для них подходящее место у себя на участке, или на даче, или в деревне. Желательно, чтобы с северной стороны, дом был с северной стороны, или если не дом, то баня с северной стороны, если не баня, то гараж. Если нет строения с северной стороны, допустим, яблоня какая-нибудь мощная с северной стороны будет, а южная сторона открыта. А если вы еще посадите в такое место, что у вас сзади будет дом, там, допустим, справа или слева будет там вишня или еще там слива, это будет тепловая ловушка. По Зеппу Хольцеру он называет это тепловой ловушкой. Если у вас 2-3 корня винограда, сажайте в такие места. И у вас вызреют не только суперранние сорта, а и среднеспелые сорта тоже у вас вызреют. Далее, еще какие ошибки допускаются. Зимой при утеплении винограда. Вот ко мне позвонил, обратился один садовод и говорит, вот я для винограда выкопал 5 траншей на зиму. Когда надо мне траншеи закапывать в землю? Я говорю, кто вам сказал, что нужно вам выкапывать траншеи для винограда? Я, говорит, читал в книгах и видел в интернете. Действительно, я тоже читал об этом в книгах и видел в интернете. Все не надо принимать вот так вот на веру и слепо следовать этим советам. Нужно посоветоваться со своими, вот в этом регионе, в Чувашии, со своими же найти своих опытных садоводов и с ними посоветоваться. Вот. Про то, что ложное убеждение, что виноград кислый, я уже объяснил, почему он это кислый, да, может быть у некоторых. И почему сказал трудоемкий виноград. Вот для этого мужчины, конечно, виноград трудоемкий. Это он выкопал 5 траншей. А мне надо, если тогда выкопать 50 траншей, то тогда, значит, действительно очень трудоемкая будет культура. На самом деле ничего этого не надо делать. Легкое укрытие, никаких траншей.
Траншеи это выкапывают, где нет снега. Это ниже, в Нижнем Поволжье, там, в степных зонах там, ну, мало снега. Даже вот я сам на Украину только приезжал, даже там говорят, что это самое, некоторые траншеи роют, закапывают траншеи. А у нас, видите, сколько снега? Вот в этом году, это же, не знаю, 1,5 метра, наверное, высота снежного покрова. Ежегодно 80 сантиметров всегда у нас снег есть, почти всегда. И вот, я начал говорить, не надо никаких траншей копать, уложили виноград, положили 2 мешка белых из-под полипропиленовых из-под сахара, 2 мешка, и пленочку бросили от дождя. Все. И виноград у меня никогда еще ни разу не вымерзал. Далее, еще какие моменты трудоемкие, какие ошибки допускают виноградари. Опять же в литературе, опять же в интернете, я сам тоже это читал, что весной надо срочно освобождать виноград в марте месяце, потому что стоит положительная температура, уже +5, там, допустим, температура +7, и под снегом это самый виноград выпреет. И вот идут садоводы и освобождают это самый виноград от метрового слоя снега. Это какой труд? Это сколько надо перекидать этого плотного, уже мокроватого снега? Тоже это делать совершенно не нужно. Главное, чтобы пленочку, которую вы укрыли виноград, не герметично со всех сторон запаковать в пленку виноград, а просто в 4 местах легонечко кирпичики положить, там камешки, или даже можно просто землю в 4 местах. Ну, вот, допустим, вот виноград вот по краям положили 4 камешка, а он продувается со всех сторон, и все. И тогда ничего там не запреет, ничего там не сгорит. Я освобождаю виноград, когда уже снег почти полностью растаял. Ну, сколько вот сантиметров? Ну, 5, ну, допустим, где-то 10 сантиметров. Пленка, все у меня уже появилось, я вижу. И вот тогда я начинаю только освобождать. И ничего трудного нет убрать вот эти вот 2 мешка полипропиленовых, или пленку сдернуть, ничего сложного нет. Ну, это далее будем, конечно, подробно говорить о том, как нужно это укрывать на зиму. Сейчас просто я вот о первых таких грубых вот ошибках, которые некоторые допускают. И не нужно, как вот вас освободили, сразу подвязать виноград наверх, там, на 1,5 метра вверх. Подождите, узнайте прогноз погоды. Будет там весенние, поздние заморозки, поздневесенние заморозки или не будут. А вдруг будут поздневесенние заморозки. Вы можете на нижнюю проволоку пленкой, шалашиком виноград закрыть на ночь. Если узнали, что ночью будет очень заморозки ночные ожидаются. На всякий случай вот это надо учитывать. Пускай виноград полежит, как говорится, на земле. Так, и еще не нужно сажают такие сорта, как Алешенькин, и начинают 5 раз его за сезон, 5 раз за все лето, начинают его медсодержащими препаратами опрыскивать. Потом, потом нужно самому есть этот виноград, во-первых. Вы отравляете землю, отравляете микрофлору, отравляете дождевых червей. Какой случай вам сейчас хочу сказать? Кто постоянно опрыскивает медсодержащими препаратами? Нужно менять. Не только медсодержащий препарат. Можно использовать препараты, железный купорос можно использовать системные препараты, такие как Скор. В общем, не налегать на медный купорос. Это ваше здоровье, это, в общем, перенасыщение этим медью тоже не надо допускать. Ну, на сегодня вот так вот вкратце я все такие явные грубые ошибки, которые допускают, уже на сегодня рассказал. Ну, мы потом еще эту тему винограда продолжим. Ну, на сегодня все. Итак, тема сегодняшнего занятия у нас
удобрения своими руками. Но прежде чем рассказать о том, как можно готовить различные препараты самим, я хотела бы общее такое представление вообще, что такое удобрение и для чего это нам нужно. Что такое удобрение? Это прежде всего элементы питания для растений. Те элементы мы кушаем, и растениям тоже нужно кушать. Это вот эти элементы питания. Поэтому я буквально зачитаю даже, какие основные элементы питания нужно растениям и для чего нужны те или иные элементы питания. Итак, основные три мы знаем, это азот, фосфор и калий. Так вот, азот, он необходим в начале вегетации, то есть в начале летнего периода, когда мы только выходим в сад, для того, чтобы нарастить большую зеленую массу для обеспечения растений фотосинтезом. Вот для этого нам нужны азотные удобрения. Не надо их применять уже во второй половине лета и тем более осенью. Фосфор. Фосфор способствует усиленному росту корневой системы, вызреванию тканей растений и высокому качеству, повышает устойчивость растений к различным заболеваниям. Калий. Калий играет важную роль в обмене веществ, способствует росту молодых побегов, повышает устойчивость к различным заболеваниям. Поэтому мы говорим, что вот когда рассматривали темы других культур, мы говорили, что осенью, перед тем, чтобы обеспечить лучшую сохранность овощей, лука, чеснока, нужно за месяц до уборки обязательно подкормить калийным удобрением. Кроме основных удобрений, о которых я сказала, нужны микроэлементы растениям. Это бор, марганец, цинк, молибден, магний и так далее. Для чего нужен бор? Бор необходим для цветения и образования плодоношения, увеличивает урожай, особенно корнеплодов. Я вам говорила, что я добавляю бор и обрабатываю в период активного цветения. Все для того, чтобы лучше образовалась зависть. Но здесь очень опасно, нельзя переборщить, можно так сказать. Собственно, с любым удобрением не нужно злоупотреблять, любым удобрением, особенно минеральными удобрениями, о которых мы сейчас говорим. Но вот с бором особенно, потому что это может вызвать различные серьезные заболевания. Кальций, его нужно совсем немного, и он нужен обеспечивает продвижение сокодвижения по капиллярам. Магний. Магний необходим для образования хлорофилла в растениях. Помните, я говорила, когда мы рассматривали свеклу, если вы увидели, что у вас листья у свекла красные, то значит не хватает магния. Нужно есть сульфат магния, растворить его и быстренько устранить этот пробел. И остальные. Марганец способствует образованию тоже хлорофилла, молибден помогает микроорганизмам почвы фиксировать азот и так далее. Значит, все эти удобрения делятся на органические. Да, и еще один момент. Значит, нужно просто знать, каким растениям нужно какого больше вещества. Вот есть растения, которым нужно больше фосфора, есть растения, которым нужно больше калия или азота. Вот я сейчас очень быстро вам скажу. Значит, по азоту большая потребность у всех видов капусты. Средняя потребность – это салаты, укропы, огурцы, кабачки, тыква, томаты, перец. Основная масса. Небольшая потребность в азотных удобрениях. Это бобовые. Они сами позволяют другим растениям с их помощью брать азот из почвы. Это фасоль, горох, редис, лук на перо и так далее. По фосфору и калию
Большая потребность – это тоже все виды капусты, огурцы, кабачки, тыквы и поздняя морковь. Средняя – все остальные растения. Но удобрения есть минеральные и органические. Органические – это живые удобрения. Это навоз, перегной, зола относится, также птичий помет и торф. Они бывают в твердом виде и в жидком. Мы говорили о жидких зеленых удобрениях, это тоже органика. Минеральные – это те, о которых мы говорили о элементах питания, а теперь о самих удобрениях. Азотные удобрения – это мочевина чаще всего, сульфат. Так, скажу. Хорошо. Ну, в основном это азотные удобрения, чаще карбамид, мочевина, которыми мы чаще всего пользуемся. Калий – это калийные соли. Есть фосфорные – это удобрения суперфосфат, двойной, монофосфат тоже относится к фосфорным удобрениям. Есть микроудобрения – это удобрения с небольшими содержанием небольшого количества основных удобрений и с добавками микроэлементов. Это вот агрикола, это здравень, это различные удобрения, которые пользуются, буквально используем в микродозах. И комплексные, которые содержат несколько питательных веществ, например, фосфор и калий. Это нитрамофоска, это азотфоска и другие удобрения. Но кроме вот этих удобрений, сейчас в последнее время все чаще используются удобрения био, так называемые, живые, которые содержат живые микроорганизмы. Вот у меня здесь, наверное, не видно, но я буду рассказывать, показывать, что такое вообще биоудобрение. Это живое сообщество различных микроорганизмов. Да? Ну, я пользуюсь вот таким препаратом, как Байкал М1. Вот Байкал М1 – это разработка наших ученых. Он содержит более 80 штаммов различных микроорганизмов. Вы знаете, у разных людей есть разное отношение к этому препарату. Но я этим препаратом пользуюсь более, получается, 40 лет. Наверное, с 1985 года, почти 40 лет. Я получаю это удобрение, сама препарат. Как получить это удобрение самим? Я выложила очень много роликов, очень много материалов будет под этим видео на нашей страничке, а также здесь выложены ссылки для того, чтобы вы могли перейти на мой канал в ВКонтакте, в Одноклассниках. Там еще больше материала. Пожалуйста, заходите, смотрите, материала много, очень много. Ну и разбирайтесь. Там опыт опытных овощеводов, огородников, опыт биологов, опыт садоводов, огородников. Значит, чем я еще этот препарат сама не делала. Очень просто, очень легко он делается дома в домашних условиях. Посмотрите ролики, будут вопросы, задавайте в комментариях. Вот из такой 1,5-литровой бутылки я готовлю почти 500 литров раствора, которого нужно всего колпачок 10 миллилитров на ведро воды. Это для обработки растений. Можно обрабатывать семена, можно обрабатывать растения, можно обрабатывать внекорневую подкормку. Значит, для всех культур абсолютно. То есть этот препарат
содержит микроорганизмы, которые убивают всю патогенную микрофлору. Как на корнях при поливе, также и на листьях, если вы делаете внекорневую обработку. Он увеличивает урожайность до 40%. Он улучшает качество продукции, улучшает сохранность продукции и абсолютно безвреден. Сегодня обработали, и сегодня уже можно собирать урожай. Более того, если будете читать, есть специалисты, которые используют это удобрение, готовят составы и употребляют как раствор в пищу, пьют. Я не пробовала, сказать об этом не могу. Но вот этой бутылки мне хватает на весь сезон. Особенность всех биоудобрений – у них небольшой срок. У них всего 1 год. Поэтому при покупке любого биологического удобрения или биосостава, можно сказать, вот даже удобрение, нельзя так сказать, что это удобрение, обязательно смотрите на дату выпуска, потому что с течением времени он теряет все полезные свойства. Вы понимаете, это живые микроорганизмы, и они просто погибают, у них определенный срок жизни. Это один недостаток. И второй недостаток, вот в основном, по крайней мере, может быть, только кроме хлореллы, да, все они имеют такую неустойчивость к свету. То есть ими пользоваться нужно в пасмурную погоду, не нужно их хранить на солнце, потому что они погибнут. Да? И даже готовый препарат нужно тут же использовать. Нельзя его длительное время хранить. Вот. Я вам говорила на прошлом занятии, что я купила хлореллу, прошло 3 дня, она начала расти, вот прошло 1,5 недели. Вот я купила такой флакончик. Кстати, она дорогая, я посмотрела цены. Литровая бутылка и 5-литровая стоит около 300 рублей. Вот я купила 60 рублей в центре, в садовом центре, да, в Россельхозцентре на Южном рынке. И я уже сделала 6 литров сама своего раствора, он уже вызрел. Тоже есть видеоролик, смотрите. Вот здесь написано суспензия хлореллы, биостимулятор, активное развитие и рост, схожесть и приживаемость до 99%, быстрый оздоравливающий эффект. Поэтому это дорогой препарат, так же как и Байкал, дорогой препарат. Вот мне 100 граммов нужно для того, чтобы приготовить 5-литровую бутылку. Обычную пластмассовую 5-литровую бутылку я готовлю, 100 граммов использую этого препарата. А эти 5 литров потом уже или 10 миллиграмм, или 100 миллиграмм я использую по назначению. 100 миллиграмм на ведро воды – это для обработки почвы, для весенней обработки почвы, для осенней обработки почвы, для получения очень быстрого компоста. Вы представляете, какая это выгода? Еще хочу сказать вот по данному препарату. Этот не смотрела цены. Недорогой препарат есть на центральном рынке, на южном. Вот такая бутылка я купила 180 рублей, на южном 250 рублей, но в некоторых магазинах есть даже 300 рублей. Будьте внимательны. На выставке, которая проходила, выставка картофеля у нас в городе, я купила фосфовит. Там же был и азотфит. Сегодня я жалею о том, что я не купила азотфит. Но я надеялась, что азотфит, думаю, попробую этот препарат и азотфит выпускает наша бывшая станция защиты растений, а сейчас это Россельхозцентр. На южном рынке есть магазин от этого Россельхозцентра, и там я купила там триходерму и купила био-эмбио.
наш сельхозцентр начал сам выпускать МБио. Мы как раз с Владимиром Алексеевичем были, ну, на первом, я не знаю, как это было, конференция, да, Из Владивостока там. да, где пригласили всех специалистов из республики, из Министерства сельского хозяйства нашего. Приехал представитель из Владивостока, который занимается вот разведением этих препаратов. Они показали, как используется биопрепарат в других странах, какая эффективность от использования этого препарата. И наш сельхозцентр начал производить этот препарат. И вот я уже в магазине Россельхозцентра купила этот МБио препарат, и уже у меня, ну, почти готовый. Я поставила для приготовления 2 5-литровые бутылки. Там один только недостаток, на мой взгляд. Не стоит дата приготовления. Ну, меня убедили, что это этого сезона. Я поверила и купила только одну бутылку. Относительно недорого, всего 60 рублей стоит. И вот фосфовит, значит, я купила на выставке. Буду сейчас готовить сама. Ролик выложен, как готовить препарат на основе фосфовида. Это фосфорное удобрение, которое очень легко усваивается растениями. Азотфит выпускает наша станция, ну, бывшая станция защиты растений, сейчас Россельхозцентр, поэтому следите, в магазине может быть. Ну и вот тоже биопрепарат один я купила тоже на выставке картофеля. В прошлый год я тоже его покупала для картофеля, да, мне очень понравилось. Вы знаете, был прекрасный урожай, да, и вот этого флакончика мне хватило не только для себя, но еще я поделилась с соседями. Поэтому, а в этом году хочу попробовать приготовить на основе этого удобрения свое. Вот то, что касается вот этих биопрепаратах. Вы знаете, я очень широко использую покупные биопрепараты, на их основе готовлю свои. Вот. И я вам уже говорила, что основным препаратом, которым я пользуюсь для подкормки своих всех овощных культур, это зеленое удобрение. По сути дела, это тот же биопрепарат. Но вот я уже допускала некоторые ошибки, хотя знала, да, но сейчас, внимательно послушав русских Ивана с канала «Про цветок», белорусский специалист, и чувствуется, он занимается с детьми, у них есть там научный центр, да, они проводят много опытов, и я поняла, что да, я допускаю ошибки, в этом году постараюсь их не допустить. То есть, когда мы готовим зеленое удобрение, ну, что я делала? Я туда добавляла Байкал, больше добавлять не буду. Я добавляла немного сахара, чуть-чуть, больше этого делать не буду. Я добавляла туда, ну, в некоторые банки, я делаю в 30-литровых банках, поэтому пробую разные эти препараты. Добавляла дрожжи, тоже больше не буду. Буду делать так, как он велит. Я никогда не добавляла кислоту. Я и сейчас не буду добавлять уксусную кислоту, как он говорит. Я просто найду другой способ добавить кислоту. Это можно добавить в траву, которую мы закладываем в бочку. Вы мне говорите о времени. Сегодня времени, ага, есть пока еще немножко. Вот закладываем траву. 5 минут. У меня основными это крапиву. Я как бы готовлю крапивный раствор. И еще крапивный раствор я поливала все, в том числе лук, чеснок и фасоль, ну все культуры. Вот для лука, чеснока и фасоли чисто крапивное удобрение не рекомендуется делать. Дальше. Что хорошо добавлять? Хорошо добавлять вот это. Любую, все сорняки, с корнями, с землей, все сорняки. Еще одна есть такая хитрость. Вот есть, вы знаете, сетки такие, вот продают лук, картофель, ну обычная такая прозрачная сетка в дырочке. Вот что хорошо сделать? Опустить этот мешок
в бочку и потом уже траву складывать в мешок. Да? Складывайте всю траву. Это крапива, одуванчик, сныть очень хорошо, потому что сныть содержит очень много белка. Дальше. Вместо кислоты можно положить щавель обычный, если его у вас много, а у меня его как бы бывает много. Вот. Можно конский щавель положить, да, вместо кислоты. Вот. Потом перебродила, бродит это неделю, бродиловка он называет. Я называла это всегда зеленым удобрением, а он называет бродиловкой. Мешок достаешь, отжимаешь, и у вас ни соринки, ни травинки. Понимаете, очень хорошо разбавлять, хоть для корневых подкормок, хоть для корневых подкормок, как угодно. И я добавляла золу. Теперь тоже не буду раздельно ее делить. Как бы отдельно зольным раствором подкармливать, отдельно. Хотя я знала, что уменьшается количество азота, когда добавляешь. Это щелочная среда, да, и как бы теряется вот это свойство. Зачем его терять, если это можно сделать врозь? Так, еще что по зеленым удобрениям. Значит, вот я обратила внимание, что не нужно делать и что лучше сделать, и как это сделать. Но ведь кроме вот этих удобрений, кроме препаратов, которые мы покупаем в магазине, есть еще очень прекрасное удобрение, это посев сидератов. Это тоже зеленое удобрение. И вот по сидератам, что это вообще такое сидераты? Однолетние растения, высаживаемые на земельном участке с целью улучшения структуры и состава почвы. Вот эти сидераты, они позволяют не только улучшить, вот здесь, когда мы используем любые удобрения, вот биоудобрения, они кормят почву и кормят тот состав микроорганизмов, которые находятся в почве, и затем уже перерабатываются, и затем уже растениями усваиваются. А вот удобрения, минеральные удобрения, они усваиваются в лучшем случае процентов на 50. Это в лучшем случае. То есть мы тратим с вами деньги, а фактически половина не усваивается. А особенно, еще азотные, они вымываются, дождями, вот мы поливаем и так далее. Поэтому, почитайте, очень много там интересного найдете в роликах. Вот я постоянно пользуюсь вот этими сидератами. Чаще всего это овес, рожь и горчица. Вот я использую вот эти три. Можно еще вику добавлять, но пока вот в деревне я пользовалась и викой. Здесь участочек маленький, она все-таки растет чуть дольше, поэтому я не пользуюсь викой. Мало того, что вот, например, как горчица, она тянет азотное удобрение, вытягивает с глубоких слоев на поверхность и позволяет растениям, и отдает растениям. Но здесь есть тонкость, что любой из этих сидератов нужно убирать до цветения, потому что когда они начинают цвести, они создают, всю силу отдают семенам для того, чтобы продлить свою жизнь, да, и тогда у них остается очень мало элементов, которые они отдают почве, а они уже работают на себя, а нам это не нужно. Сейчас что еще? Вот, например, песчаный грунт они укрепляют, связывая рыхлую почву корнями. Тяжелый глинистый грунт делают более легким и рыхлым. Вот такой сидерат, как... сейчас, минуточку, я подсмотрю. Рапс, рожь, овес, писая, хлеб. Так, не вспомню. Растет она в поле у нас, медонос хороший. Не подскажете? К бобовым относится. Ладно, по ходу, может быть, расскажу. Корни у них, вот, например, у горчицы до метра,
а у некоторых растений до 2 метров. Представляете, как они своими канальцами разрыхляют почву. Кроме того, способны уменьшить кислотность почвы. А сейчас очень быстро какие виды десидератов? Бобовые. Это чечевица, клевер, вика, люцерна, люпин, фасоль, соя. Это источник азота. Гречишные. Гречиха питает грунт компонентами калия и фосфора. Капустные – это горчица и рапс, удобряют почву серой и фосфором. Злаковые – овес и рожь, улучшают физический состав почвы. Но тут, знаете как, и обогащают калием. Вот рожь, она как бы забирает лишнюю влагу, поэтому ее лучше посадить там, где увлажненная сильно почва. Да, а овес обогащает калием. Крестоцветная масленичная редька предотвращает нематоду. То есть вот такие очень важные свойства и очень дешевые позволяют значительно улучшить урожай. Я так понимаю, меня уже подгоняют. Хорошо. Значит, что? Еще одну минуточку. Вот эти сидераты тоже правильно нужно. Их не нужно выдергивать, а желательно их скосить и заделать в почву. А корни, если останутся, легкой мотыжечкой. А корни, которые остались, они продолжают работать. Они защищают от проволочника, они защищают от болезней, они защищают от других, от различных заболеваний, питают почву, как я уже сказала. Поэтому это очень хорошее удобрение. И тоже получаете своими руками. Посадили, потом взрыхлили почву, обработали раствором Байкала, и буквально за 2 недели у вас ничего не останется от того, что вы заложили в землю. Так, ну вот у меня, пожалуй, все. Спасибо. Значит, не забудьте, что мы встречаемся с вами 7 числа. И 7 числа тема 7 апреля будет «Весенние работы в саду». А сейчас традиционный краткий обзор литературы по рассматриваемым сегодня темам. Книга «Виноград без ошибок». Это серия «Библиотека агронома Буровой». Она вот здесь пишет введение. Ошибочное мнение, что виноград сложное и неудобное растение, и освоить его выращивание обычному человеку не по силам. То есть выращивать виноград не бойтесь. Это будет хорошим руководством и для начинающих, и для виноградарей с опытом. Вот сразу 3 книги я вам покажу. Настольная книга виноградаря, домашний виноградник, выращивание винограда в средней полосе. Здесь все очень простым, доступным языком описывается, как правильно выращивать виноград и чтобы у вас было поменьше ошибок. В журнале «Приусадебное хозяйство» за 2020 год, номер 11, статья называется «От черенка до ягоды». Но здесь, кроме красочных фотографий, иллюстраций, имеется вот такая приводится схема, которая подробно разъясняет некоторые сложные моменты при выращивании винограда. Черенков, укоренение черенков. Да, укоренение черенков. По теме удобрений. Ну, я вам тут в основном подбирала литературу, которую вы можете сами сделать. Журнал «Приусадебное хозяйство» 2018, номер 2. Статья называется «Почвы, созданные вручную». Ну, здесь автор предлагает использовать для улучшения почвы золу, мох сфагнум, кору деревьев и сапропель. Это ил водоемов. При усадебном же хозяйстве за 2020 год, номер 5, такая статья очень интересная, называется «Вкусняшки для цитрусовых». Кто занимается выращиванием цитрусовых и декоративных растений, можете эту статью прочитать. Но здесь, кроме всего прочего, и золу тоже рекомендуют использовать, но предлагают использовать циолит, вулканическую лаву, пемзу. Книжечки
Вот Николай Курдюмов, автор, он очень известный, занимается садоводством, называется «Высокие технологии в саду и огороде». Здесь он, например, приводит рецепт, который имеет название очень интересное «Биокомпот в бочке». Что сюда входит? Ведро компоста, ведро свежей травы, литр золы, стакан азотного удобрения и пару литров любой дешевой сладости. Сад и огород для самых умных, тоже из серии «Библиотека агронома Буровой». Здесь, например, дается очень интересный рецепт «Лечебный сироп из растений для растений». И вот последняя книжечка «Дачные секреты» от Ольги Платоновой. Здесь она приводит, вот уже говорила Лариса Григорьевна, здесь у нее жидкое зеленое удобрение на основе крапивы. Но там входят еще кое-какие травы, но основное крапива, можете прочитать. Значит, напоминаю, что онлайн-занятие у нас сегодня завершилось. Следующее занятие будет через 2 недели, 7 апреля в 14:00 в нашей библиотеке. И вы встречаться будете уже с Владимиром Алексеевичем и Ларисой Григорьевной непосредственно. Желаю вам всего хорошего. До встречи в нашей библиотеке. Сейчас До я пару свидания. слов скажу еще. Если у кого-то возникли вопросы по виноградарству, по садоводству, можете просто в Одноклассниках набрать Богатов Владимир Алексеевич, и я это самое все вам объясню, если там что-то непонятно бывает. Так, на следующем занятии будет тема обрезка формирования плодово-ягодных культур. И также можно будет принести свои черенки. И опытные садоводы тоже принесут свои черенки плодово-ягодных культур. Там и яблони, и груши, и абрикосы, и так далее. Прививкой будем заниматься? Нет, будет тема обрезки формирования по сроку, но придут Это люди с обмен черенками, да, обмен черенками. Многие обращаются, что вот хочу там приобрести черенки, я отвечаю, что в библиотеке нельзя собираться, не разрешают, но вот как раз вот все разрешили нам 7-го собраться, и поэтому приходите, и черенки, я думаю, что многие принесут. Сейчас узнают, да еще там это самое сообщим по другим каналам. Всего вам доброго, до встречи в нашей библиотеке. До свидания.